Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники конференции. Меня зовут Петров Артем. Я ученик 8 класса Христианской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова. Горный лос, село Бердыское. Тема моего доклада — живая память военных лет. Руководитель Петрова Светлана Спартаковна. Проект Дугана Долгутовсона Сурка. Живая память военных лет. Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время письма с фронта перестают быть просто письмами. Они становятся символом чего-то важного и требуют к себе особого отношения. Мы мало знаем о людях, посылавших письма с фронта, и о тех, кому они адресованы. Мы должны гордиться трудами подвигов односельчан, как можно больше узнавать тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал для нас мирную жизнь. Целью исследовательской работы является создание видеопроекта о фронтовых письмах для увековечения подвигов солдат из Горного Улуса. В связи с этим мы поставили следующие задачи: изучить историю Горного Улуса времен Великой Отечественной войны, изучить значение и суть фронтовых писем, провести поисковые работы писем солдат-фронтовиков из Горного Улуса, создать видеопроект Дугана Долгутовса на Сурка. Живая память военных лет. Объектом исследования являются фронтовые письма солдат. Предметом исследования является процесс создания видеопроекта о письмах солдат-фронтовиков из Горного Улуса. Гипотеза создания видеопроекта в том случае, если изучим историю Горного Улуса времен Великой Отечественной войны, изучим значение и инфраструктуру фронтовых писем, проведем поисковые работы писем солдат-фронтовиков из Горного Улуса. Методы исследования: изучение литературы, сбор информации в архивных данных, музеях и у родственников солдат Великой Отечественной войны, интервью, воспоминания с родственниками солдатов Великой Отечественной войны, анализ и обработка информации. Практическая значимость этой работы — расширение знания о Великой Отечественной войны, работа с архивными материалами, публикация видеопроектов в страницах Instagram, школы и на детском канале YouTube. Используем видеопроекты для проведения уроков, классных часов, неурочных заданий и широкого круга зрителей. Новизна: создание видеопроектов о фронтовых письмах солдат из Горного Улуса для увековечения и светлой памяти. Особенности постоянного содержания проекта. Этапы и сроки реализации. Первый этап — подготовительный. План мероприятий. План и обработка информации. В течение года. Изучение значений и суть фронтовых писем Великой Отечественной войны. Составление плана работы. Сентябрь-октябрь 2020 год. Проведение поисковых работ писем солдат, фронтовиков из Горного Улуса. Ноябрь-декабрь 2020. Сбор информации о архивных данных музеев и о родственниках солдат Великой Отечественной войны. Январь 2021. Второй этап. Основной. 2021. Подготовительная работа. Озвучивание материала, репетиции, работа перед камерой. Февраль 2021. Съемка интервью, воспоминания. Съемочная работа в студии. Март 2021. Редактирование и монтаж. Апрель 2021. Третий этап. Заключительный. 2020-2021. Реализация и презентация проектов. Участие и в конкурсах, распространения видеоматериалов. В канале НПК Сахар, YouTube и так далее. Май 2021. Во время поисковых работ в архиве Горного Улуса нам удалось найти 152 письма. Из них мы выбрали для нашего видеопроекта 15 солдатских фронтовых писем, у которых остались родственники, которые помнят и смогли бы рассказать о авторах писем. Также нашли сборник опубликованных писем 1995 год, автором которых является главный редактор местной газеты «Электрия. Сила труда» Василий Ильич Алексеев. По данной поисковой работе составили таблицу, по которой определили место жительства, год призыва, звание, период и сохранившееся количество писем. Список писем солдат. В ученом виде проект правопарный. Заключение. В процессе изучения материала мы более подробно узнали о важном историческом периоде в жизни нашей страны. Переписка с родными была очень важна для солдатов на фронте. Легче было переносить голод, чем длительные перерывы в получении письма из дома. Великая Отечественная война обострила духов в родину. Анализируя данные письма, пришли к выводу, что многие солдаты не любили писать о военных событиях и о себе. Видно, они скучали о мирной жизни, спрашивали здоровье родных, о положении в селе, и каждое письма не прощались в действии. Это история не только семей, в котором хранятся письма, но и всей нашей страны, победившей фашизм.
Изучив их, мы убедились, что письма действительно являются источником для изучения военной истории Великой Отечественной войны. Мы считаем, что нынешнее поколение не должно забывать героев нашей страны, которые жертвовали своими жизнями во имя нашего Отечества, нашего будущего, будущего нашей страны.